Условия для передержки и, возможно, дальнейшего содержания бездомных собак создают в Нерюнгре. Ранее городская администрация заключила временный договор с одной из управляющих компаний на отлов и иные процедуры. Что это за процедуры и в каких условиях содержат животных, узнавала Александра Цыбикова. На сегодня подрядные организации проводятся работы по восстановлению вольеров и строительства сборных переносных будок. Это в случае расширения или дислокации приюта. Сейчас там содержится 17 собак, половина из них еще щенки. Уже в конце этого месяца ожидается получение оборудования для чипирования. Все собаки уже прошли карантин и привиты от бешенства. Каждому постояльцу пункта передержки индивидуальный подход. Но это вот в данный момент была экстренно сформирована вот такая будка, потому что у нас одно животное заболело. Пришлось вызывать доктора, то есть сделали капельницы, ставили, УЗИ проводили. Был после обильного питания, был заворот кишок, вот, поэтому мы лечили. Животное сейчас, нормально, вот уже третий день идет на поправку. Вот содержим в таких тепличных, будем говорить, условиях. Татьяна Александровна отметила, что с любителями животных они стали находить общий язык. На сегодняшний день самым необходимым, чем могут помочь приюту небезразличные горожане, это старые ковры, которые идут на утепление будок. На этом, конечно же, проблемы у подрядчика не заканчиваются. Самый сложный вопрос – это всех животных без владельцев привести в какое-то соответствующее состояние, то есть определить им определенное место и привести их в вакцинацию, определенные манипуляции, чтобы дальше не было вот такой ситуации. По словам главного ветеринара района, на исполнение обязательств по отлову собак по республике запланировано выделение 87 миллионов рублей. Но какая часть этих средств отойдет в Южную Якутию, пока неизвестно. Помимо вакцинации собак из пункта передержки, управление ветеринарии проводит профилактические мероприятия по всему Нерюнгринскому району. Все домашние животные подлежат вакцинации. Проведена работа в поселке Золотинка. В селе Иенгра привито более 100 домашних собак против бешенства. В субботу, планируется проведение вакцинации в поселке Серебряный Бор, Беркокит. Также главный ветврач района отметил, что для дальнейшей стерилизации отловленных собак в Нерюнгре не хватает карантинного пункта и блока послеоперационного содержания животных, так как на это не предусмотрено финансирование. Но стоит отметить, что ситуация может измениться 23 марта, когда пройдет очередное заседание законодательного органа и межведомственной рабочей группы с целью формирования предложений в Госдуму России по внесению изменений в данном федеральном законе и в отдельных его законодательных актах. Александра Цыбикова, Захар Головин, Нерюнгри.